Азия ересектер арасында Азия чемпионатының қола жүлдегері. 2 дүркін қола жүлдегері міне. Әлем чемпионатында 5-ші орын алған. 20 жастағы балуандар арасында және 20 жастағы балуандар арасында Азия чемпионы міне. Яғни қандасымызға Әділхан Сатаевқа оңай кешіріңіздер, Алихан Көкендікке қазір оңай болмайтыны анық. Ну, что и сказать о Алихане Кукенове, то у него из достижений, значит, он по кадетам чемпион Азии, это в весовой категории 63 килограмма, это еще в 2016 году, то есть 8 лет тому назад. А из последних серьезных достижений у него, значит, гран-при Испании, вот в 72 килограмма, он первое место взял. То есть посмотрим сейчас, интересная схватка. То есть в целом киргизская школа борьбы сейчас на таком серьезном подъеме. У многих на слуху Жоламан Шоршамбеков, это весовая категория 60 килограммов, Ахжол Махмудов. То есть целая плеяда у них там спортсменов. Ну, Узур, очень крепкий борец, да, то есть тоже вот призер Олимпиады, да. То есть на самом деле у них сейчас очень хорошая, как бы, на подъеме школа борьбы, и это не может не радовать, когда крепкие соседи. В борьбе с такими крепкими соседями и крепчают наши ребята. Поэтому хороший спарринг-партнер. И зачастую ученикам говорю: ребят, будете бороться с мешками, сами незаметно станете мешками. Будете бороться с серьезными, достойными соперниками, будете расти. Потому что, ну, любое поступательное развитие – это усилие, это напряжение определенное. То есть важно не перенапрягаться, но адекватную нагрузку получать, и за счет этого будет рост. Ну, также даже, там, как в физиологии говорят же, вот для того, чтобы росла сила, то нужно, чтобы напряжение мышцы было там порядка 80% от максимума, да? Ну вот, и тогда будет расти сила. А если будет напряжение меньше, чем 80%, ну, гораздо меньше, допустим, 20% или 10%, то сила расти не будет. Ну, рельеф, может быть, будет расти, там, выносливость, возможно, будет расти, но сила не будет расти, да? То есть вот так и здесь хороший спарринг-партнер, это всегда хорошо, ну, такая, видно, плотная схватка, счет равный. Так, осталось до конца схватки, ну, 1-0, это не так существенно. Ну, посмотрим, что предпримет, что покажут спортсмены. Пока не видно, ну, как бы, ну, скажем так, рисунка какого-то, да. Каждый в поиске. Возможно, это обусловлено тем, что достаточно молодые соперники, потому что когда опытный соперник, он знает, чего он хочет, у него есть сценарий, как в свое время в одном из интервью Юрий Алексеевич Меньшенко говорил, что вот он знал, что он встретится, да, с своим соперником Хал, да, Денис Хал, если не ошибаюсь. Вот он с ним уже неоднократно встречался, и он говорит, вплоть до того, что он говорил: я знал, на какой секунде, говорит, он задохнется. Ну, то есть у него не хватит дыхалки функциональной. То есть на какой секунде, представляете, до чего был четкий расчет, то есть было рассчитано, понятно было, то есть изучен был соперник для того, что знали его, на чем можно изучать свои сильные и слабые стороны. То есть где что и как. А в данном случае пока еще я не видел, да, скажем так, рисунка. Ну, посмотрим. Вот неплохо сейчас начал борец с синим трико, вот подбирает ручку слева, забирает, вот потихоньку, ну, видите, борец из Киргизии не дал, просто так, не дал. То есть вот видите, переход теперь на другую ручку делает. Вот. То есть, по идее, нужны определенные связки. В чем суть связок? То есть, вот я как-то говорил, значит, у нашего именитого, значит, борца Шамиля Серикова, значит, старший сын Тимур Сериков, это мой товарищ, борец, тренер, вот сейчас тренирует подрастающее поколение растит. А у него есть еще младший братишка, ну, второй сын, да, Шамиля Серикова, это Эльдар. И вот он как раз примерно моего веса. И мы с ним частенько боролись, скажем так, имели определенные спарринги. У него очень интересное, он сам левша, и он великолепно делает жамбас, ну, бросок через бедро, в левую сторону, за руку-голову, просто великолепно, молниеносный бросок у него. И что интересно, у него бросок в левую сторону делается жамбас, но при этом, если я начинаю, как бы, ну, избегать, да, бросок в левую сторону за руку-голову, я оголяюсь под что-то другое. Так вот, у него в дополнение к этому есть очень великолепный бросок мельницу в правую сторону. То есть, когда, то есть у него именно отточены эти два приема со стойки очень шикарно, что, то есть соперник, когда обороняется от одного приема, он невозможно обороняться от всего. Когда человек делает оборону какого-то одного приема, он автоматически оголяется под что-то другое.
другое. Так вот, я к чему веду? То есть в арсенале у любого спортсмена, который ставит перед собой серьезные достижения, должны быть несколько приемов, да, которые взаимодополняют друг друга. То есть, делая один прием, если соперник начинает от него защищаться, то он автоматически оголяется по что-то другое. Ну, допустим, если человек, допустим, атакует шею, да, то когда он начинает, значит, защищать свою шею, он, значит, выпрямляется, значит, он оголяет свой пояс, наоборот. Да, то есть, значит, проход в корпус должен быть отработанный. То есть, я условно аналогию провожу. То есть, по идее, у спортсмена, который ставит перед собой серьезные достижения, должны быть как минимум 2 приема, да, как минимум, а лучше несколько приемов. Причем, то есть, тут же такое, что показывая один прием, человек, вот я показываю проход в корпус, что делает соперник? Соперник начинает таз отдалять, то есть он начинает наклоняться. То есть тогда, соответственно, когда он наклоняется, он открывается под другие приемы, да, в зависимости от того, там, какой захват, можно перейти, либо, значит, там, на кочергу, бросок через бедро, либо, может быть, сверху за шею можно загрузить шейку, перейти на бедро. Что-то загрузился, ножку подвернул, да? Кукенов, кажется, ногу подвернул, апеллирует к этому. На самом деле, было интересно наблюдать на предолимпийском отборе, где наш тяжеловес, значит, тоже в какой-то момент закислился, и он брал паузу, что у него травма. Ну, такая тактическая хитрость, скажем так. Но на самом деле это показывает на слабость функциональной подготовки. Нужно функционально работать. Ну, посмотрим сейчас вот. Ну, дали шанс, да, дали шанс. Ну, надо катить, посмотрим. Надо делать прием. Счет 1-1. И что-то сможет сделать? Пока ищет, ну, посмотрим, сможет, сумеет, не сумеет. Адылхан Көкенов та биылғы жылы Испания гран-принің жеңімпазы атанған, яғни бабында екенін байқатып отыр. Бірақ есеп тең болғанмен, соңғы пай алған Нұрланбеков болғандықтан әзірге жеңіс соның енісінде, сондықтан да біздің Көкеновке белсенді қимылдау керек. Сонау Испанияға барып бас жүлде алған Алихан енді өз жерімізде өтіп жатқан жарыста да жанкүйерлерін жерге қаратпауға тиіс. Әлі де 30 секунд уақыт бар. Сондықтан да жағдай түзеуіне болады. Ал жаңа Нұрланбековтың, қырғыз балуанның біз бұған дейін қол жеткізген табыстарын айттық. Мүмкіндік бермей жатыр мына. Ең болмаса кілемнің шетіне шығарам деп еді, ол ой жүзеге аспай қалды. Адылхан Көкеновтың мына үстіне шығып тұрып жасайым деген әдісі болмай жатыр. Жоқ, енді жасау мүмкін емес соңғы секундтар. Сондықтан да бұл бәсекеде қырғыз спортшы Адылхан Нұрланбеков жеңді. Ал келесі бәсекеде де екі қырғызды ұтып кетті қазақстандықтар. Сұлтан Абдуллаевты, Адылхан Сатаев ұтты. Сөйтіп финалға шыққан екі балуан анықталды. Оның бірі Адылхан Сатаев Қазақстан және Әбілхан Нұрланбеков Қырғызстан. Сөйтіп 72 кило салмақтың финалында да осы